Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие и добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки у нас на мужчину. Давайте сделаем вызов и попросим песок и высшие силы нам все рассказать о вашем любимом человеке. Если тема интересна, пожалуйста, зовите своего любимого, назовите его по имени и попросите высшие силы и песок все про него рассказать. Я думаю, вы все уже настроились, позвали своего любимого. Давайте посмотрим, что высшие силы нам о нем расскажут. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Высшие силы вводят моим рукам. Так, интересно. Вы знаете, ваш мужчина хороший человек, и душа у него светлая. Да, он не без греха, и да, он совершает какие-то ошибки. И иногда его поведение, оно, скажем так, да, не джентльменское, не рыцарь, да. Но, тем не менее, у него очень серьезный потенциал. Неважно, сколько ему лет сейчас, важно то, к чему он все-таки придет. Смотрите, я вижу, что этому мужчине суждено стать успешным, то есть добиться каких-то высот, заработать какие-то капиталы, построить дом, да, вот прям стать таким домовитым, хозяйственным. Это все у него впереди. Сейчас он как будто бы попал в шторм. Да? Представьте, огромный океан, и в этом океане такой маленький плотик. И такие огромные волны, да, туда-сюда этот плотик кидают, обрушаются с огромной силой. Вашему мужчине вот именно в моменте здесь и сейчас немножко не по себе. Может быть, даже и немножко. Ему как будто бы страшно. Сейчас ему нужно делать какой-то выбор. Сейчас как никогда вот нужно сгруппироваться, булки сжать, да, и принять решение, либо сделать шаг, на что-то решиться, за что-то взяться, за голову, за ум. Что-то нужно делать. Он понимает, что это неизбежно. Он понимает, что он все равно это будет делать. Но страх, он, конечно же, в глазах у него прям стоит. Мужчина, кстати, в последнее время как будто бы покой и сон потерял. Даже вот вам он может казаться немножечко каким-то чужим, отстраненным, как будто бы его подменили. Да, вот такое даже поведение может быть. Смотрите, я про вашего мужчину кое-что знаю. По крайней мере, мне показали. Ваш мужчина, он такой достаточно эгоцентричный человек. Он высокого мнения о себе был всегда и высоко себя позиционировал. А в последнее время он стал понимать, что уж слишком сильно он раздул свое эго, и это все похоже на воздушный шарик. Да? На самом деле внутри там пустота. Когда мужчина с вами общается, вот разговоры какие-то ведет, неважно, там, о погоде, о природе, о политике, о бизнесе, неважно. Вот он иногда в ступор впадает, потому что вы очень трезво мыслящий человек, логично мыслящий человек. У него этого нет. У него так: вижу цель, не вижу препятствий. На коня и поскакал. Куда скачу, зачем скачу, потом разберемся. Да? Главное скакать. Вот. А вы нет, вы очень прагматичны, у вас очень правильный подход к жизни. Вы умеете балансировать. Вы умеете себя взять в руки, вы умеете группироваться, вы умеете подстраиваться, вы умеете адаптироваться к тем или иным ситуациям. У него этого нет. Нет, и все. В этом вы абсолютно разные. Вы сильная, а он вам в этом деле проигрывает.
как бы, казалось бы, мужчина должен быть сильным. Нет, здесь обратная ситуация. Смотрите, ну, я не беру в учет физическую силу, это мы не рассматриваем. Вот по отношениям хочется сказать. Вот он, видите, сидит, да, и вами любуется. Ваши чувства, они сильные, они взаимные, они есть. И я вам больше скажу, они еще будут укрепляться, разрастаться, увеличиваться, дополняться, расширяться. То есть тут еще прогресс и рост будет по вашим чувствам, по вашим эмоциям, взаимным. Но в данный период времени, как будто бы мужчина, вы на ногах стоите, а он сидит. Он никак не может на ноги встать. Либо он не может решиться и сделать конкретный шаг к вам, в вашу жизнь, да, принять на себя какие-то обязательства, сделать вам действительно предложение, ждете вы давно это предложение. Либо вы ждете, что ваш мужчина начнет там работать, чем-то заниматься, что-то делать для семьи, для вашего совместного будущего. А он пока, вот видите, в приседе, да, сидит, то есть он не стоит на ногах. Ради вас, вы для него, кстати, очень сильный мотиватор, он готов на все. Но страх его сильнее, понимаете? Почему? Потому что вот за ним стоит человек, который постоянно ему что-то внушает. Этот человек либо напрямую ему говорит, что нет, ты что, там страшно, не ходи, не делай, не получится, все женщины плохие, либо там только лишь избранным что-то открывается. Либо как-то опосредованно человек делает, то есть какими-то примерами левыми, какими-то, не знаю, там слухами, сплетнями, да, вот он его немножечко сбивает с пути истинного. У кого-то отыграется, что есть конкурентка, соперница, а у кого-то отыграется, что есть такой вот либо родственник, либо друг, который пытается всячески вашего мужчину держать под своим контролем, да, под колпаком, управлять жизнью этого человека. Вам бы разобраться с вот этой персоной. Вот кем бы ни приходилась эта персона, с этим человеком нужно разбираться. И по возможности, ну, скажем, выбрасывать из вашего общего пространства. Поскольку этот человек очень, видите, как прям сидит, колпак свой одел, да, очень плотно он там сидит, это будет сделать нелегко. Но у вас получится, вы сможете, вы очень умная женщина, интеллектуально развитая и очень спекалистая, у вас получится. Тем более у вас козырь, понимаете, он вас любит, и он без вас жить не может. Вот, пользуйтесь этими козырями. Не надо их там в рукавах хранить, а именно пользуйтесь. Я вижу, что пришло время даже не для вашего мужчины, а для вас. Поверить в себя. И наконец-то хоть раз в жизни, да, использовать свою силу, использовать свою, ну скажем так, свою женскую силу, свою женскую магию. Смотрите, у вас все получится. Я вам такую вещь скажу. Если вы этого мужчинку спасете от этой персоны, мало того, что у вас все сложится идеально, у вас будет замечательная любовь, брак, семья и со всеми вытекающими, так вы еще из него вырастите, ну, просто замечательного мужчину. Вы ему поможете подсказками, советами, где надо подтолкнете, где надо придержите, удержите, да, там, прикроете, да, вы это сделаете. Благодаря вам этот мужчина добьется, ну, всего и сразу. Вот свой путь вот этот найдет, да, успешный путь. Если этот мужчина останется так, как оно есть, поверьте, и ваши отношения будут туда-сюда непонятными, и он потеряет очень много времени, и очень сложно будет выйти на вот этот путь успеха. Поэтому, мои хорошие, за мужчину нужно бороться. Мужчину нужно делать своим. То есть я не говорю там про рабство, я не говорю про какие-то такие вот жесткие вещи, но если у вас пара, если у вас любовь, то должен быть он, должна быть вы, и все, и больше никого. Ну, если детки у вас есть детки, да, я имею в виду там персон всяких, там друзей, родственников, там родителей и прочее, прочее. Конечно же, нужно общаться с людьми, конечно же, там с родителями, там с близкими, но не до такой степени. И вот это влияние, оно ужасно. Это влияние, оно, во-первых, разрушает жизнь мужчины, во-вторых, ну, мешает вашим отношениям развиваться. Смотрите. Ваш мужчина сейчас вот постоянно думает о каком-то увеселении. Ему сложно, у него стресс, и его тянет на допинг.
Ну, у кого-то допинг это алкоголь, да, потому что вот вышел у нас человечек такой веселый с кубком. У кого-то допинг это может быть какой-то азарт, спорт, ну, какое-то увеселение, может быть, даже, да, его все время туда тянет, в левую сторону. Есть большой риск того, что он увлечется этим допингом, и это тоже может усложнить ваши отношения. Я вижу, что вы очень гордая женщина, вы не привыкли ни за кем бегать, и это вообще, в принципе, не для вас, и вы никогда этого делать не будете. Но бегать не надо. Нужно отнестись к этому мужчине как к ребенку. Ну вот представьте, да, ребенок на ваших глазах, маленький, там 2-3 лет, выбегает на проезжую часть. Что вы будете делать? Вы будете стоять, смотреть и говорить, ну нет, ну это ж не мой ребенок, чего я пойду там его забирать? Конечно же, вы пойдете и, скажем так, спасете этого ребенка. Вот считайте, что ваш мужчина в таком же положении, в таком состоянии, как ребенок. Он не соображает, что он делает, ему страшно. Он из крайности в крайность прыгает. Поэтому, мои хорошие девочки, пора брать его под крылышко, пора брать его под контроль, может быть, даже тотальный контроль. И нужно говорить, что делать. Давать ему инструкции, пошаговые инструкции, туториалы давать, что делать, как делать, где надо поругать, где надо пожалеть, похвалить. Обязательно. Я думаю, вы и без меня знаете, как это делать. Вот у вас все получится. У вас прям пиковый момент скоро наступит, пиковый. Будет какой-то очень серьезный разговор с ним. И в этом разговоре у вас вот как два пути образуются. Либо вы, как знаете, как разворачиваетесь, уходите, говорите, да иди ты куда шел, да. Либо вы говорите, нет, мы вместе, и вместе мы будем справляться со всем. Вот. И поверьте, вот от этих слов мужчина ваш растает, он вам доверится, он вам расскажет все, что происходит, все, чего он боится, все, о чем он думает, мечтает, планирует, все расскажет, абсолютно все. И вы, девочки, воспользуйтесь этим моментом для того, чтобы укрепить ваши отношения и для того, чтобы действительно войти в этот союз, вывести ваш союз на новый уровень. Это нужно делать. Но вот эту персону, от нее, конечно же, нужно избавляться. Избавляться и как можно скорее, как можно быстрее. Дальше еще песочек говорит про вашего мужчину. У него со здоровьем могут быть проблемы. Либо сейчас уже начались, либо в будущем начнутся. В ближайшем будущем. И ваш мужчина, он такой, ну не знаю, то ли он боязливый, то ли он... Не хочу плохие слова говорить. Ну, давайте так. У одних отыграется, что мужчина побаивается, да, там, докторов, манипуляций и прочее, там, уколы, может, боится. А у других отыграется, что мужчина боится показаться слабым. Вот, возможно, его так воспитывали, говорили, ты мужик, терпи, мужики там не жалуются, мужики не болеют, там, да, там, зимой на снегу могут спать и прочее. Вот, ну, какая-то глупость, да, в голове засела, и он боится вам, например, сказать, что у меня там что-то болит, я себя неважно чувствую. А вдруг вы скажете, ой, да ты там никчемыш, там, заморыш, мне больные там мужики не нужны. Мне нужен крепкий самец, да, чтобы было потомство. Ну, глупо, конечно, звучит, но вот такая вероятность, она здесь прорисовалась. Вот, девочки, следите. Если вдруг он там у вас бледнеет, синеет, как-то себя ведет вяленько, да, под ручки и в больничку. Проверяться, лечиться, восстанавливаться. И здесь можно даже его немножечко как пошантажировать, да, ну, типа, если любишь меня, давай пойдем. Либо ты же хочешь, чтобы у нас было будущее, давай, пожалуйста, лечись. Обязательно следите за этим. И еще хочу предупредить, вот, но это точечно отыграется, это не для всех. У кого-то есть вероятность соперничества. Вы либо догадываетесь об этом, но мужчина молчит. Вот мужчину спрашиваете, есть у тебя другая? Он говорит, нет, это что, кто-то к тебе пристает? Не, ты что, там только там, здрасте, пока. Но у него в каком-то коллективе, может быть, на работе, может быть, там, где он бывает, может быть, он у вас там спортом занимается, да, допустим. Вот он куда-то ходит. Там есть женщина с косой. Либо она косу носит, ну, либо у нее как ее имидж, да, почему-то у нее коса идет, коса. Вот, эта женщина, она на него глаз положила.
прям положила и пытается всячески за ним ухаживать. Вот, будьте аккуратны. Почему я это говорю? Конечно, он вас любит, но вот эта женщина, она способна спровоцировать между вами напряжение, скандалы и прочее, прочее. Ну, вот этой женщине эту косу нужно в бублик завязать, да, и тогда она от вашего мужчины отстанет. Но он ей как бы кажется каким-то очень таким интересным вариантом. Не то, чтобы она там прям влюбленная была, нет, просто как интересный вариант. Вот, он ей кажется там перспективным, может, она думает, что у него деньги там определенные водятся. Вот, он думает, почему бы и нет. Ну-ка я к нему подкачу свою косу. Вот, так что, девчонки, обращайте внимание. Если вот смотрите вы на мужчину, который был женат, и у вас вопрос, что там с побывшей, будут, не будут, встречаются, общаются, есть ли чувства, эмоции, нет. Но здесь пустота. Я не вижу, чтобы он какой-то прям конкретной женщиной вот по любовной тематике был привязан, кроме вас. Только к вам он привязан. Ну, вот вы для него только одна единственная. Вы для него вообще тут птица счастья, понимаете? Считает, что ему очень повезло с вами. Считает, что он вас... Ну вот, знаете, как по чесноку, да, он вас недостоин. Но он и высокого мнения о себе, понимаете? Вот тут в этом еще проблема. Так, еще из важного, что я хочу вам сказать. Если у вас есть дети, и вы переживаете, как он будет относиться к вашим детям, я скажу так, сейчас он ревнует. Вот именно сейчас. Ему кажется, что вы как бы недостаточно внимания ему уделяете, либо вы недостаточно его посвящаете, ну, вот, в ваши семейные вопросы. Ему бы хотелось быть полноправным членом семьи, там, не знаю, как участником, чтобы все вот было сообща, чтобы было вместе, чтобы его не обделяли. Вот есть у него такая претензия к вам. Если детей у вас нет, и вы просто смотрите как на жениха, каким он будет отцом. Раздолбаем, девочки, раздолбаем будет. Он не сможет воспитывать ребенка, он будет все разрешать. Он вот прям, вот все хочешь, все тебе, да. Звездочку, луну, там, самолетик, паровозик, все. Вот все, что захочет ребенок, все будет делать. Он, ну, он сам как ребенок, понимаете. Вот играться, веселиться, какую-то шкоду делать, да, вот это его. Вот по части воспитания. А если там уроки сделать, либо там покупать ребенка, помочь там с чем-то, да, нет, он на это не способен. К сожалению, вот идет такая именно информация. Хотя, я думаю, для женщин это нормальная история. Все мы привыкли уже к тому, что мужчины так только числятся, да, помощниками там, с детьми. Вот, особой помощи нет. Хотя есть такие мужчинки, прям ответственные, гиперответственные, но их крайне мало. Вот ваш, к сожалению, вот именно в основной категории. То есть поиграться, побаловаться, пошалить, это да. А вот чтобы что-то серьезное, скорее всего, нет. Вот. Ну, по крайней мере, в ближайшей перспективе я этого не вижу. Плюс, смотрите, как у него карьера пойдет, ему потом еще и некогда будет этим заниматься. Так, еще про этого мужчину, что вы должны знать. Вы должны знать, что он очень эмоционально восприимчивый. Слова подбирайте, не обижайте его, не оскорбляйте. Старайтесь аргументировать. Вот все, что там претензии, какие-то, может быть, там предложения, вы должны аргументировать. Потому что он очень быстро, как-то мгновенно вот, может обидеться, уйти в себя, закрыться, и потом уже к нему не достучаться. Вот есть у него такая особенность. Психика все-таки слабенькая у него. Несмотря на то, что он мужчина, психика слабенькая. Здесь нужно бережно к нему относиться и стараться его не обижать и не провоцировать. Вот, и тогда все у вас будет замечательно. Я вижу, что вы хорошие. Смотрите, какие вы две прекрасные птички, которые друг другу должны мостик построить. А как вы построите мостик? Смотрите, так у вас крыша появится, и семья у вас появится. И, видите, высшие силы тоже вас будут защищать. Вы друг другу по судьбе. Воспользуйтесь этой возможностью. Будет у вас замечательный брак, хорошая семья. Если упустите, либо скажете, там, да ладно,
посмотрю еще другие варианты. Ну, это будет уже совершенно другая история. Но у вас вообще история ваша, вот даже если вы вдруг вот в любви расстанетесь, вы все равно как-то будете общаться, как-то будете дружить. У вас какая-то вот прям связь, родство, возможно, душ у вас. Вот вы, в принципе, очень красивая, кстати, пара, очень гармонично смотритесь. И детки, если вот надумаете, у вас тоже будут очень красивые. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.